أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا Всем добрый вечер, рада всех видеть. Зовут меня Азалия, я психолог, кандидат психологических наук и преподаю в двух вузах. Это Московский государственный психолого-педагогический университет и Московский институт психоанализа. Работаю я тоже на всякий случай с подростками и со взрослыми, поэтому если что, можете потом ко мне подходить, может быть какие-то вопросы будут, и я смогу что-то вам подсказать. Но сегодня я бы хотела с вами поговорить и вообще обсудить тему ценностей, потому что я думаю, что каждый из вас понимает, что без ценностей, без ориентиров наша с вами жизнь просто невозможна. И зачастую вы только попробуйте представить себе, например, человека, у которого нет ценностей, да, который не ориентируется на какие-то внутренние установки, то есть он движется в жизни, да, хаотично. И на самом деле, если нам такой человек встречается на пути, то достаточно это опасный человек, потому что никогда не знаешь, что от него ожидать, так как у него нет конкретных, а особенно человеческих ценностей. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, да, вот есть понятие ценности и есть схожее понятие цели. Как ее определить? Получить качественное образование. Ага, отлично, да. Действительно, это все правильно, так и есть. Цель, как правило, у нас всегда краткосрочная, она конечная, да, то есть ориентирована на конкретный результат. А когда мы говорим про ценность, то мы задаемся вопросом, а как я буду двигаться к этому результату. Ни для кого не секрет, что есть, например, разные люди, да, есть разные успешные люди, которые, да, достигают каких-то своих целей, но вопрос, каким путем. И тут, безусловно, мы с вами сразу понимаем, что система ценностей может быть разная, хотя успех, да, может быть, конечно же, демонстрирован, но это еще ни о чем не говорит. Хорошо, как вы думаете, такой тоже вопрос, вот чем отличается путник от странника? Путника есть, а без странника нет. Отлично, да, совершенно верно, так и есть. Хорошо, и тогда вот я для вас подготовила такое небольшое упражнение, которое позволит вам понять, да, где же, какие же мои актуальные ценности. И вот еще, прежде чем мы приступим, еще такой тоже вопрос. Как вам кажется, ценности меняются и нужно ли их менять в течение жизни? Или вот ценности как сформировались, и мы с ними так и идем? Какие есть варианты? Конечно, меняется. Ага, от чего это зависит? От самого человека. Ага, так, а еще? От взглядов на жизнь. От взглядов на жизнь. А как формируете эти взгляды на жизнь? Что На способствует? основе опыта. Так, да, на основании опыта, причем, да, чем больше личного опыта, тем на самом деле лучше, да. На чужом опыте учиться трудно. Угу. Еще что влияет на то, как мы меняем или трансформируем эти ценности? Угу. Внутреннее осмысление жизни. Так, супер, да, внутреннее осмысление. Ага. Люди вокруг нас, социум, окружение. Ага, да, кстати, да, действительно, социум, окружение играет важную роль. И вот, да, здесь все-таки не просто так вы здесь сегодня собираетесь и периодически друг друга видите, на самом деле, потому что вы объединены, судя по всему, да, определенными ценностями. Хорошо, теперь, смотрите, я сейчас вам раздам листочки. То упражнение, которое мы будем делать, безусловно, оно останется с вами, не нужно будет говорить все, что вы там напишете. Оно коротенькое, быстренькое, но очень интересное и заставляет о многом задуматься. Теперь ваша задача нарисовать табличку, где 4 столбика и 5 строчек. Левое верхнее окошечко, и там пишем первый вопрос. Самые важные люди. Можете просто коротко написать «важные люди». Сейчас я скажу, что делать. Дальше. Третий вопрос. Записываем его. Четвертый вопрос.
самые важные характеристики образа жизни. Ну, то есть это то, как вы хотите жить. Ну, например, да, жить у моря, или наоборот, чтобы у вас было много детей, или вести здоровый образ жизни. Все, что угодно, когда относится, да, именно к вашему образу жизни. Может быть, кто-то постоянно хочет быть в командировках, да, кто-то строит карьеру постоянно, поэтому все зависит от вас. Самые важные материальные блага. Деньги, деньги, деньги не надо, пожалуйста, да, конкретно, конкретизируйте. Ну, например, машина, дом, не знаю, квартира, приоритеты, да. Еще какие есть варианты? Давайте. Чтобы не распыляться на лишнее. Ага, отлично. Да, на самом деле, вот смотрите, очень важно понимать, как работает наша психика. Мы не можем одновременно распыляться сразу на все задачи в жизни. Максимум, насколько хватает внимания нашей психики, это 5-6 различных направлений. Если вы сегодня, например, представьте себе, начнете отвечать за все 15 пунктов, у вас случится эмоциональное выгорание. Поэтому очень важно всегда четко понимать приоритеты и что в первую очередь вам нужно делать сегодня. И обратите внимание, я не просто так вам задала вопрос про чувства. Дело в том, что иногда вам кажется, да, у нас часто в голове есть много установок от близких, от родственников, да, от друзей и так далее. И нам кажется, что как будто бы это то, чего я хочу. Но это упражнение иногда позволяет помочь увидеть, а что мне надо самой, да, по-настоящему. Поэтому всегда очень важно понимать действительно именно ваши потребности, ваши ценности. И вот это упражнение можно повторить через, хотя бы 3-4 месяца, чтобы посмотреть динамику, да, как оно менялось. Так, ну и последнее. Кстати, да, если те, кто, может быть, хочет поделиться или сказать, да, как было сложно или легко, или, может быть, кто-то что-то для себя понял, можно общими словами, или любой какой-то обратной связи в отношении упражнений. Угу. Так, кто-то хочет поделиться или хочет остаться наедине со своими мыслями? Хорошо. И последнее, ребята, у меня для вас есть небольшой такой маленький сюрприз. Я хочу попросить вас, каждого, внимание, я не слышу. Ага. Хочу попросить каждого внутри себя просто загадать какое-нибудь желание. Ну, тем более, что у нас, да, практически преддверие Нового года, и, в общем-то, можно себе внутри что-нибудь придумать, запланировать, возможно, это связано с какой-то ценностью. Поэтому каждого попрошу сейчас подумать об этом вслух, никому не говорите. И сейчас от меня вы получите такую небольшую карточку с таким намеком на то, как это делать, что с этим делать, да, и, возможно, вы что-то для себя поймете. Такой просто посмотрим, насколько вам отзовется то, что у вас получится. Пара ибнesi bakır, yolunuzı konadı baksana. Bizi de birge bulalım abi, suları buraya baksana. Yolunuzı bakır, yürüyeni sayın, yüzüne müzekileri. İyiyesi birge şaklar, belirleriz kadirler. Ayıralım ağız, olursa da sebepleri. Ayıralım sebepleri.
Arap süyelim Eline dil büyükles Eline dil dağlara kapara Bize bir yüzüne Dağlara kapara